Мариинского театра Александр Битаров представил владикавказскому зрителю премьерный спектакль по произведению Илаша Арнигона «Челе». Сегодня он гость нашей студии. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Я благодарна вам за то, что вы нашли время и сегодня пришли к нам в студию. Первый вопрос. Почему выбор пал именно на произведение Илаша Арнигона «Челе»? Я это произведение давно вынашивал в голове и задумывал его когда-нибудь поставить. Это произошло в студенческие годы и позже в стенах Северо-Остинского университета имени Коста Хитагурова. Я в работе со студентами обратил особое внимание, уже более подробное внимание к этому произведению. Стали анализировать, разбирать, и произошло вот такое вот душевное слияние с этим произведением, с этим автором. За простым, незамысловатым сюжетом кроется достаточно такая интересная история человека, который свою жизнь посвятил труду, материальному достатку, стал затворником своей идеологии, перестал контактировать, в принципе, и не контактировал прям с молодости с обществом, с окружающей средой. Для нашего общества это, конечно же, нонсенс, так скажем, да? Не контактировать с соседями и не входить в их общественную жизнь, не выходить на НХАШ. А его философия, его мировоззрение определяет его как человек труда. Он, как идеолог своей веры, он говорит, и семью принуждает к труду и говорит: труд, 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 только труд, работа, работа, работа. В конце своей жизни, когда он теряет силы, здоровье и понимает, что к нему приближается смерть, он замечает, что, в принципе, никому и не нужен был в этой жизни. И не может, в чем такая, значит, конфликт, главный конфликт произведения – это конфликт главного героя с самим собой. Невозможность отдать душу создает такое напряжение в семье. Все ждут его смерти, когда он наконец-то покинет наш грешный мир, и когда вся семья вздохнет, и вся округа, и все селение, все соседи наконец-то вздохнут от его такого вот, от его личности. А он не может покинуть этот мир. И что-то пытается, долго пытается что-то объяснить своим домашним, что-то ищет, а они его не могут разобрать, потому что у него речь уже потеряна, невнятная. И все-таки когда-то, в коем веке, смогли распознать, что же он хотел от них. И получилось, что перед смертью он вспомнил вдруг, что когда-то своему соседу Темболу одалживал орудие труда, инструмент, рашпиль. Вот, и вот он стал так вот очень горячо требовать обратно, вернуть ему его рашпиль. Стали искать по соседям, никак не могли найти. Все-таки находят этот рашпиль, приносят. И как только он видит свой долгожданный инструмент, орудие труда, он отдает душу Богу. Вот такой финал интересный. И с одной стороны, вроде простой сюжет, как анекдотическая история, но она о многом говорит. Человек перед смертью должен прощать, забывать всякие обиды, прощать обиды. Скорее всего, каждый человек, наверное, или большинство переосмысливают жизнь. Вот. Особенно, когда теряешь здоровье, а тут перед самой смертью. И вот в нем не произошло это переосмысление жизни.
Вот. И автор спрашивает, почему так произошло в твоей жизни, бедный человек? Почему все твои домашние, вся твоя семья, все соседи так с нетерпением ждут твоей смерти? В чем причина, спрашивает автор. И тут же автор сам отвечает. Нет, дорогой Челе, не научился ты жить с оглядкой назад. То есть человек должен прожить жизнь с оглядкой назад. Он должен развиваться, идти вперед, конечно же. Труд – это же прекрасно, труд облагораживает человека. Что лучше, трудиться или бездельничать? Конечно, лучше всего трудиться. Философия, когда, к сожалению, жизнь сегодня диктует совершенно другие принципы, скажем так, и акцент делается сегодня совершенно на других вещах. И как нельзя, кстати, сегодня это произведение, которое было написано много лет тому назад. Он начинает понимать, что сыновья, 4 его сыновей, вроде они тоже в деле, но не соответствуют его требованиям, не соответствуют. И он открытым текстом говорит, к сожалению, сыновья уступают мне в том делопроизводстве, в котором я в такой упряжке серьезной. Вот. Он не знает ни дня, ни ночи. У него нету ни праздников, он не ходит на свадьбы, ни на похороны. Вот совершенно изолированный от нашего общества. А у нас, как мы это знаем, такие люди считаются изгоями. Вот когда осетин перестает контактировать со своими соседями, считаться с законами наших традиций, с обрядом или еще с чем-то, то такой человек считается изгоем. Вот для своих соседей он был изгоем. Но это с одной стороны. А с другой стороны автор говорит, а судьи кто? Вы вот соседи его поносите, вы его злословите, о нем говорите всякое. Ждете, когда откроются ворота его дома. А у нас ворота, когда открываются, не дай бог, конечно, но это говорит, это такой серьезный знак того, что человек умер. И вот все ждут, когда же откроются его прекрасные ворота. Вот. А хозяйственник, он очень серьезный. У него лучшая конюшня, лучшие, самые упитанные валы, самые чистые, хлев, гумно. То есть хозяйственник, он очень серьезный. У него порядок в доме. И вот как человеку соблюсти вот эту грань, меру, равновесие. Вот необходимо, наверное, сохранить золотую середину, когда ты не должен перегибать ни в одну, ни в другую сторону. Да? Вот этот баланс в жизни очень важен, конечно же. Интереснейшая позиция автора. Он не занимает ни одну, ни вторую сторону. Он и не за главного героя, и не за тех, кто его осуждает. Он занимает какую-то центральную, нейтральную позицию и говорит и о плюсах, и что одних, что и другого, без соседей, без общества, без общих каких-то принципов жизни невозможно и не должно, наверное, жить в нашем обществе, в нашем вот исконно традиционном остинском обществе. Поэтому он частично считается изгоем Челе. Александр, по какому принципу проходил отбор актеров и что было для вас вот самое важное? Отбор всегда идет по такому принципу, что все это происходит с прицелом на будущее. То есть ты уже заведомо заглядываешь вперед и думаешь, вот этот актер со своим творческим потенциалом и внешними качествами больше соответствует, больше есть шансов, что он, тот или иной, справится с этой ролью лучше, нежели тот, вот, другой, скажем так. Вот ты их начинаешь примерять и уже как бы заглядывать вперед, и уже
к премьере, да, как уже к готовому результату. И вот с этой точки зрения кто-то становится для тебя более таким внятным в той или иной роли. Вот. И с этой точки зрения ты их начинаешь распределять роли. Да? Там сыновья, самчили, невестки, вторая жена чили. Я долго их примерял, думал, кому какую роль. Но все-таки интуиция еще подсказывает. Мы же друг друга знаем, кто на что способен, у кого какой потенциал. Вот. И то, как из них справиться с той или иной задачей. Да? Вот. Поэтому вот так мы их и распределяем, наших хороших, прекрасных актеров. Саш, ты сейчас сказал о конечном результате, но хороший результат – это работа целой команды. Часть, она бывает в кадре, скажем, на сцене, а другая часть остается за кадром. Да я знаю, что колоссальная работа была проделана. Вот расскажи о тонкостях. Где-то недавно, буквально утром, я прочитала, что работала в команде с вами и Лиза Габарати. То есть вот это вот целый такой труд, скажем так. Да, раз мы о ней заговорили, Лиза очень полюбилась нашему коллективу. Это не такие дежурные слова, это действительно так. Она внесла огромный вклад в этот спектакль. Выбор был не случайный, я знал о ней, я ее знал заочно, знал еще по университету. Ее имя достаточно широко известно у нас в республике. Я знал, что она интересуется, конечно же, мы знаем ее работы, орнаментом, национальной культурой. И так как материал был национальный, мне показалось, что она тот человек, который нам нужен в команде. Я предложил ее кандидатуру худруку театра. И мы встретились, договорились практически тут же на месте. И вот мы очень рады, что у нас получились такие хорошие костюмы, действительно хорошие. Они стали авторскими. Вот это очень важно. Костюмы стали авторскими. Костюмы конкретно привязаны к конкретному спектаклю. Несмотря на то, что они национальные, но все равно очень сложно их представить в другом национальном, скажем, спектакле. То есть они привязаны конкретно к нашему спектаклю. То есть там есть присутствие и орнамента, и все сдержано, и все как-то чинно-благородно получилось. И это действительно чувствуется рука мастера. Вот. Ну и человеческие качества Лизы, конечно же. Вот у нас 2 дня премьерных, и уже вчера тоже весь коллектив практически признавался ей в любви, потому что вот такой она душевный человек, и так мы друг друга, в общем, полюбили. Удивительный симбиоз, скажем так. Александр, вот, наверное, не бывает без сложностей. Что было самое сложное в период работы, в период подготовки? Ну, все бывает сложно. Все прям, вот как говорил знаменитый режиссер Шапира Адольф, когда режиссер берется за работу, с этой минуты все бывает против него. Все. Первый, кто против него, это автор. То есть режиссер должен разгадать замысел автора, вникнуть в него, а он не поддается. Он не сразу тебе поддается, поэтому ты начинаешь анализировать, у тебя бессонные ночи, ты начинаешь спорить с автором. И вот здесь начинается уже напряжение. А потом зависит от настроения вахтерши или вахтера, который тебя встречает в театре, который нагрубил или не нагрубил, от осветителей, от звуковиков, от настроения, скажем, актера или неприхода актера. То есть все это до финала, до самого финала, до премьеры, это бывает сплошное
колоссальное, конечно же, напряжение всех и вся. Это такой накал, мощнейший накал, несмотря на материал. Неважно, это трагедия, комедия, спектакль очень сложно рождается. Вот он тоже рождался очень сложно, но в позитиве. Вот я очень, вот выше мы говорили о Лизе, я должен упомянуть и о музыке. Мурат Плиев написал нам замечательную пьесу, музыкально оформил. Зрители отмечали это тоже. Музыкально оформил спектакль. А потом Лидия Александровна Дзугутова со своей дочерью Джиной. Вот они являются хореографами нашего спектакля. Они очень много у нас танцев, хореографических, пластических решений, которые необходимы были в спектакле. Они долго мы шли к этому, прям с самых первых дней они рядом. Я им тоже благодарен. Они внесли, опять же, очень правильный тон в спектакль. Очень правильные краски, очень правильный тон. Ну, оформлением занимался у нас сценография Аслан Зывов. Вот с Асланом мы тоже очень талантливый художник, своеобразный художник. Долго мы с ним возились, мучились, спорили, предлагали, созванивались, встречались. Получили в итоге, мне кажется, неплохой результат. Конечно, работать над собой никогда не нужно прекращать, но, конечно, по-настоящему оценку спектаклю даст зритель. Вот, но все-таки критики и профессиональный взгляд очень важен. И, конечно, не стоит ликовать, необходимо прислушаться к профессиональным замечаниям, пожеланиям наших коллег. Мы прислушиваемся. Это очень важно. Вот. Быть зрячим, быть слышащим и зрячим. Вот. Иначе творческий человек быстро погибает. Александр, как все-таки отреагировал зритель и как вас встретили? Первый день нашей премьеры был очень сложным для меня. Почему? Было ощущение, мое личное ощущение, что зритель чего-то недопонимает. Или он не был готов к такой форме, к такому языку общения. Или же вот эта ответственность первого дня, примерного дня, вот эта ответственность, она передается, этот нерв передается и актерам. Вот, и немного мы перенервничали, конечно, вот, хотя было неплохо. Вот, но у нас язык творческий, художественный язык общения немного непривычный. Вот. Не традиционный, скажем так. Поэтому зритель так немного... в какой-то мере это интеллектуальный спектакль, в какой-то мере. Не глобально, но там много аллегорий, там много символов. Несложных, но их стоит по ходу спектакля, по ходу действия распознавать, разгадывать. Вот, а что означает вот это, а что означает вот это, а вот это что означает. То есть одни вопросы. И вот на эти вопросы зритель ждет готовых ответов. Я был сторонником того, чтобы зритель после спектакля размышлял бы о спектакле, о том, что он увидел. Чтобы в нем осталось вот это желание размышлять и как сказать, расшифровывать то, что он увидел. Чтобы долгое время он шел и думал, а что же, я что-то такое увидел, но мне очень хочется понять, а что означало вот это, а что означало вот это. Когда одни ответы, сразу ответы, мне кажется, это неинтересно. Поэтому второй день премьеры, опять же, у нас 2 дня полных аншлаговых дней, премьерные показы. И второй день был гораздо, наверное, все устаканилось. Что когда в первый день приходят официальные лица, там первые лица в той или иной области, все начинают все это, родственники, родители,
друзья, вот прям вся эта вот, наверное, все это тоже отражается на актерах, и этот нерв передается, и лишний нерв. Но второй день был гораздо, мне кажется, более такой правильный, скажем так. Точное было попадание в автора. Точнее. Вот. Я очень доволен актерами. У нас сложился диалог. Я, получается, сам из этой среды и не вычленяю себя. Я часть этого организма нашего коллектива. Мы друг друга на протяжении 21 года, я их всех знаю. И мы на абсолютном понимании, доверии просто прошли этот путь. Во взаимоуважении, вот это в нас было хорошо, во взаимоуважении. Вот с какими мыслями должен уйти зритель из театра, увидев твою постановку? Я хочу, чтобы зритель уходил задумчивым. Вот это самое, на мой взгляд, главное. Если в спектакле присутствует мысль или увиденное провоцирует акт мышления, размышления, желание подумать, поразмыслить о жизни, пофилософствовать. Это очень важно. Для меня это очень важно. Чтобы зритель уходил вот в таком вот состоянии задумчивости, чтобы он мог мыслить, думать, размышлять о жизни. Это очень важно. Вот. Но не только ради эмоций. Вот. Эмоций таких открытых. Посмеялись над смешным положением, как споткнулся главный герой, как он смешно упал, и как его смешно поднимали, как его не могли поднять. И вот эту сцену мы наблюдаем 5 минут, это смешно, все смеются. Но из этой ситуации невозможно извлечь что-то такое, такую вот зернышко, которое заставит тебя подумать, поразмыслить о жизни. Вот это очень важно, чтобы у каждого из зрителя была возможность поразмыслить о жизни. Вот это важно. Александр, сегодня Остинский театр – это визитная карточка Владикавказа. Если пару лет тому назад можно было наблюдать картину, когда зрителей было очень мало в зале, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Да, изменилась. Ну, понимаете как, меняется картина тогда, когда появляются спектакли хорошие, и когда правильно работают администраторы, это тоже очень важно. Руководство театра. Тогда к театру есть интерес. Ну, конечно, главная причина – это знак качества, продукт. Вот. Необходимо приобщать молодежь, необходимо давать такие постановки, которые бы были интересны нашей молодежи. Это очень важно. Необходимо пропагандировать театр в школах. Это очень важно. Это наш будущий серьезный, зрелый зритель. Вот. И вот это должна быть целая программа взращивания, конечно же, публики, зрителя. Вот. Ну и зритель должен приходить все-таки подготовленный. Это тоже очень важно. Интересующийся не только театральным искусством, а искусством вообще. Вот. То есть живопись, музыка, литература. Вот. Такой зритель, он более утонченный. В нем такая сидит тонкая душа, которая расположена к таким вот, опять же, к акту такого сотворчества, что ли, с актерами. То есть подготовленный зритель, он наиболее восприимчив. Вот. Потом он готов ко всяким формам театральным и художественным, потому что он понимает, что это язык искусства со мной сейчас разговаривает.
Вот это очень важно. Потихоньку, да, зритель интересуется нашим театром. Мы, в принципе, театр всегда работал и всегда был зритель, но за последние 5 лет, да, мне есть с чем сравнить. Зритель стал ходить больше, интересоваться, и молодежи стало больше у нас, потому что есть и молодежные спектакли у нас, поэтому вот такая картина. Александр, я благодарю тебя за то, что ты нашел время, сегодня пришел к нам в студию. До новых встреч. Я вас благодарю. Спасибо, что позвали.